Подростки 12-15 лет, чем заняты? Лагерей нет. Целое лето без дела ходят. Ну, здесь написано болтаются. Но. На самом деле вопрос этот очень серьезный. Потому что дети, если коротко говорить, я везде говорю, да? У нас даже для детей кинотеатра в Абхазии нет. Начнем с этого. У нас нету в этой области нету политики никакой со стороны государства. Может быть, где-то она и расписана на каких-то бумагах, но на практике она бездействует. Сегодня такой возраст детишек — это очень опасный возраст. Раньше, вы помните, были детские комнаты там в родительский кабинет в школе, все их проверяли. У них было летом лагеря, там вывозили их куда-то отдыхать, делали всякие различные кемпинги для того, чтобы детишки там отдыхали. У нас, слава богу, Абхазия не такая же уже и маленькая, как мы ее представляем. Есть много красивейших мест, где можно, чтобы детишки летом отдыхали. Но здесь нужно проявлять инициативу, государственную инициативу. Государство должно это делать. Потому что лагерь, это, делают наши коммерческие какие-то структуры, там, 1-2 раза, да, для какой-то рекламы, для того, чтобы сказали они меценаты, там, но системы нету никакой. Вот эти детишки, когда на улице оказываются все лето, возможно, из них кто-то может и испортиться. Потому что им заняться нечем. Секции нормально не существуют, спортивные, летние. Ну и, понимаете, кружки должны быть какие-то, их должны быть организовано, какая-то секция по плаванию, допустим, в этом районе. Есть где-нибудь в Гулерибском районе? Нету, конечно, а вот здесь море 2 шага. Это управление по спорту района должно организовывать эти вещи. Денег нету, правильно, потому что деньги должны федеральные службы, будем говорить, да, республиканский бюджет выделять. А республиканский бюджет 3 года не выполняется. Христианин, что он сделал, сделал помидоры, сделал, или плохое имеет, или что он будет, фрукты, что он приедет на маршрутке, уже перекупщики под маршрутку бросаются, слушай. Я говорю, что с вами, вы сами себе уйдете, я говорю, куда вы лезете? Дайте нам выйти, дайте людям выйти, потому что мы будем договариваться по-человечески. Я. Она хорошая, я ей можно все дать, а ее может, и места все куплены. Каждый человек приехал раньше, у меня 80 лет, товарищи. При моей жизни, когда верник мясо привез, и что-то привез, место занимал, за место он чек в кассу брал, стоял, продавал, никто ему не выгонял. Сейчас попробуй прийти со своим товаром. Что мы вообще нормально производим в промышленном масштабе? Что? Джем выпускаем чуть-чуть, аджику выпускаем чуть-чуть, что-то другое еще выпускаем чуть-чуть. Потому что мы не стимулируем, не помогаем своему производителю. Мы не даем ему возможности расширяться. Нам не нужны большущие заводы здесь. Нам нужны небольшие предприятия с рабочими местами. Можно подбирать в каждом районе, что подходит. Сегодня крестьянин, вырастив свои овощи, фрукты, где имеет право продать? В салоне автобуса, который его довозит до рынка. Только там он может продать, потому что там у него заберут сразу. На рынке местов нету, потому что рынок уже застроился. Физически нет места. Значит, есть же вопрос, что делать дальше с крестьянами. Значит, необходимо построить новый рынок крестьянский. 3 года в Кварчеле строят рынок. Я недавно там был.
профнастилом накрывают, стоят трубы. Все, 3 года можно это строить? Ангар можно построить 3 года? 3 года строить можно? Какие объекты завершены? По телевизору показывают, тот объект завершен, этот объект завершен, тот объект, тот объект, тот объект. Где? Воду куда-то проведут 800 метров. 65 чиновников стоят, ее открывают и 20 минут показывают по телевизору. Мы не должны уходить в прошлое, мы должны идти вперед. Если честно, я согласился пойти на эту должность только из-за того, чтобы навести какой-то порядок. Понадобится, сложу полномочия, пойду наводить порядок сам. Ничего страшного в этом нет. Но я постоянно это говорю, и на телевидении говорил, мне уже говорят, не пугай людей. Те чиновники, которые проворовались, мы никого не простим. Будь он пусть бар будет, Квициния будет, без разницы. Мы их найдем в любом городе, мы их привезем сюда, и они будут нести ответственность.